Добрый день, друзья! Мы на канале «Движ не движ». Сегодня будем разговаривать снова о машинах и о недвижимости. И сегодня у нас в гостях человек, который создал аж 3 платформы, о которых вы, наверное, все уже слышали. Это основатель компаний и платформ «Машина KG», «House KG» и «Базар KG». Многим вам известны Тилек Ишаналиев. Мы лидеры по авто дороже 13 тысяч долларов. Через вашу платформу совершаются сделки на 2 миллиарда долларов. Мы же, по сути, убили и газетную вот эту тему, печатную, сотнями тысяч долларов в год примерно доходности. У нас будет дефицит недвижимости, у нас будет дефицит жилой недвижимости. Риэлторы – это просто отражение спроса. Это, мне кажется, классная, колоссальная работа. Это открыло глаза для многих предпринимателей. Жизнь улучшается, люди хотят лучше ездить. Это вообще первое предложение, сделанное онлайн на площадке YouTube. Тилек, добрый день, добро пожаловать к нам. Спасибо за приглашение, Замир. Я хотел бы немножко ремарку дать, что учредителей несколько. Я просто являюсь самым разговорчивым, поэтому на мне это бремя немножко публичности есть. А так, несколько нас ребят и команда большая. И я хотел поблагодарить за приглашение, потому что у нас с вами очень много общего. Но мне нравится то, что вы занимаетесь именно в офлайне, всем тем, чем мы занимаемся в онлайне. Поэтому я бы даже сказал, что мы немножко теоретики по сравнению с вами, потому что мы это все в онлайне, все прекрасно видим. Но движ не движ, так сказать, недвига и машины, они происходят в офлайне через вас. Поэтому я очень много наблюдал за вашими компаниями. Они у вас тоже на слуху. Электромобиль KG, Медсити и Бишкек Пропертис, Ну, еще много, видимо, бизнесов у вас было. Такой серийный предприниматель. Очень мне импонирует то, что вы пригласили меня. И хотелось бы сказать то, что очень много данных специально подготовил эксклюзивно для вашего канала. И буквально за неделю подсел на канал, потому что каждый видос – это либо лайфхак, либо данные. Просто так там очень много экспертов у нас, но в основном так получается, что бла-бла-бла, никакой информативной ценности нету. А здесь, видно, что бэкграунд есть, опыт есть, поэтому очень классно оказаться у вас в гостях. Спасибо, Тилек. Спасибо. Очень приятно от вас такие комментарии получить. Тут моя команда не даст соврать, когда мы начинали, столько было моментов, и я вспомнил Малкольма Гледвелла. Он говорил, что в своей книге «Genius and Outliers», что человеку нужно набрать 10 тысяч часов, чтобы о чем-то говорить с уровнем ответственности, как знающий, Да. Я подумал, у меня 10 часов, это приблизительно 10 лет, оказывается. Я так думал, 10 лет уже есть, я думаю, значит, наверное, что-то, есть, чем можно поделиться, и мы начали этот канал, Спасибо, что вам это нравится. Я думаю, сегодня у нас тоже будет не менее интересный разговор. Как раз, когда мы услышали один и тот же человек, и машина KG, и House KG, я думаю, как раз движ не движ, прям идеально подходит. Я, честно признаюсь, я чаще всего пользуюсь House KG, нежели чем машина KG, но и у меня будут конкретно прям специфические юзерские вопросы, к нему пойдем, я думаю. А так, в целом, если приступить, Тилек, было бы классно, если вы немножко рассказали бы, как вы вообще к этой идее пришли. Я помню, у нас был дизель, Элькат. Я продавал машины покупал. Первый автолизинговый бизнес как раз через дизель было. Все бесплатно, все классно работало. У вас есть конкуренты в виде Лалафо, Да. Которые все обо всем, все продают. У вас более нишевая.
И как бы откуда идея, что как, немножко вкратце. Особенно мне интересно, почему вы решили именно на машины отдельно и на недвижимость отдельно. А базар KG, я понимаю, это уже тоже поле широкое, да? Да, да. Вопрос очень частый, и пришли мы к этому, потому что любим машины, красивые машины, определенные марки любим, кататься любим на машинах. И вот я и мои друзья на тот момент, сейчас уже бизнес-партнеры, мы покупали, продавали машины, ну, как обычно, как многие кыргызстанцы делают. Вот, в числе были перекупов. И однажды заметили то, что есть колеса у Казахстана, у России есть Автору, а у нас на тот момент был Cars KG, довольно неудобный сайт. Мы даже знакомы с Сергеем, владельцем Cars KG. Он даже вот по плечу похлопал, говорит, классно мы поконкурировали. Я в курсе, где вы рассказывали, что вы их уже даже обогнали, и он вас с этим даже поздравил, да? Да, да. И вот это, наверное, отличительная наша фишка была то, что мы пошли именно нишево, то есть сконцентрировались на вертикальном классифайде. Это термин я сам относительно недавно узнал, там года 2 назад где-то. А так мы понимали, что нужно делать приложение чисто под авто, под Android, iOS, отдельно приложение, чтобы это не был сайт, чтобы был поиск удобный, потому что там на дизеле там, Volkswagen могли написать в 20 вариантах, и это все не искалось. А на Cars KG он все-таки в первую очередь был сайтом, а не приложением. Они позже это все сделали. Но наша отличительная фишка была именно приложение и очень простой интерфейс, который мы в этом плане архаичны, аскетичны, мы не меняем интерфейс, потому что многие пользователи говорят, вот если работает, если просто, нужно оставлять это. Поэтому вот где-то в 2016 году мы запустили, и где-то в 2018 году уже по метрикам, таким как количество объявлений, начали запускать монетизацию. И вот по вот этим метрикам начали уже сравнивать себя с существующими площадками и вырываться в лидеры. Я могу сказать, что у нас очень большое количество объявлений. Мы лидеры по авто дороже 13 тысяч долларов. Это ниша очень прибыльная, очень, так сказать, движниковая, да, если по-нашему говорить, потому что именно там деньги, поток лежит. И почему мы выбрали именно вот эти две ниши, хаус KG, машина KG, недвижимость и транспорт, потому что это самые дорогие продукты в жизни человека, который он, среднестатистического человека, который он покупает, продает, и там, соответственно, деньги. Я как-то замерял объем, оборот всех объявлений, да, стоимость всех объявлений за год. И так получилось, что по 4 миллиарда долларов на машине и на хаусе лежит по стоимости всех объявлений. А есть еще такое понятие, как конверсия в сделку. И она у нас в районе 50%, то есть каждое второе объявление, оно по факту продается. Да. И таким образом мы вот эти 4 миллиарда в каждой нише делим пополам, значит 2 миллиарда в год продается через машина KG авто и 2 миллиарда где-то недвижимости. Чтобы я правильно понимал, около 2 миллиардов, то есть через вашу платформу совершаются сделки на 2 миллиарда долларов, по сути. Совершенно верно, да. И по недвижимости, и по авто. Совершенно верно, да. Круто. Поэтому можно провести аналогию с Казахстаном, к примеру, где к такому потоку денег финансовые учреждения начинают продавать свои продукты там, в виде ипотечного кредитования, автокредитования. Ну, что делает Каспий с колеса KZ, крыша KZ. Вот поэтому тема классифайдов, она вообще зародилась, я бы сказал, в Америке с Craigslist.
Это очень такой аскетичный, простой сайт. Да, кстати, похож на Дизель. Вот, я тоже там пожил и комнату себе нашел в Нью-Йорке благодаря вот Craigslist и дешевую, там, вплоть до... Можно было купить все, что угодно там. Вот. И классифайды начали завоевывать мир где-то, я бы сказал, с 2010 по 17-18 года. И в Кыргызстане мы успели занять свою нишу. К нам заходили игроки, смотрели, видели нас, с нами встречались и понимали, что здесь уже биться не о чем, потому что когда есть, например, офлайн авторынок, там действительно можно зайти и биться с офлайном. Но когда есть уже онлайн-игрок, то там смысла нету, поэтому просто пропускают, идут дальше в следующую страну. Так что примерно так. Для понимания, сколько у вас пользователей и посетителей на сайт? Да, тоже? Да, есть такие метрики MAU, WOW, DAU, Monthly Active Users, Weekly и Daily. И Daily, наверное, будет интересно. Daily вот в районе 150 тысяч пользователей на машина KG в день, а в месяц около 1,4 миллиона. Вот. И эти люди, мы их делим на покупателей и продавцов. Вот. Поэтому в основном, конечно, мы зарабатываем с продавцов, но в последнее время стали тоже концентрироваться на покупателях. И сейчас наша цель, наша миссия – систематизировать рынок подержанных авто, потому что все равно большая часть машин у нас именно подержанные. И покупая подержанное авто, человек, по сути, кота в мешке покупает. Поэтому мы за счет отчетов, за счет систематизации рынка, то есть исторически мы фиксируем машины, идентифицируем машины по ВИН-коду, по госномеру. Таким образом предоставляем отчеты. У нас есть интеграции с государственными учреждениями, там УНА и прочие, вот эти расширенные карчеки, сбор ВИН-кодов. Вот это сейчас наша основная деятельность по машина KG. Вот есть у нас по недвижимости, скажу, да? Ситуация такая, Лолофо часто встречаю, но в ваших объявлениях на House KG тоже одно и то же объявление выходит 2-3 раза. Разные контакты, видимо, там разные риэлторы постят, да, как бы это понятно. Вот. Там вы думали ли там как-то, не знаю, подтверждение получать? Вот частая проблема вот такая. Я люблю смотреть разные участки, как для цели строительства, так и для других, да, часто вот, чтобы привлечь внимание клиента, риэлторы пишут там участок там 8 соток, да, и цена, и ты думаешь, вау, прикольно, ну-ка заходишь там, смотришь, а там всего 4 сотки, и написано, по факту 8 соток. Но то, что по факту 8 соток, это на самом деле мало кого интересует, в конце концов только по документам, да. Или это иногда навстречу уже идешь, смотришь, там ты уже пришел по этому лиду, и там показываете документы, там написано там, в техпаспорте сзади 4.3 сотки, да, там думаешь, я на другую, да, интересовался. Вот такого уровня проверки именно на недвижимости, возможно ли, и планируете ли, или думаете? Вопрос очень частый. Я сейчас, пользуясь через ваш канал, хотел бы к пользователям House KG, у нас наверняка есть пересечение, потому что в вашем канале и у нас есть общая тема недвижимость, да. Я бы хотел сказать, что у нас 24-й год мы стратегически для своей команды выбрали развитием House KG, потому что я так прикалываюсь среди своих ребят. У нас House KG как нелюбимый ребенок. Мы сильно сконцентрировались на машине, но машина уже достаточно отшлифована. Там по контенту, по модерации намного легче, потому что машины, их модерировать легче. Там у нас есть такая база, где все марки, модели, поколения, то есть невозможно добавить
несуществующую машину. То есть обязательно. И вот мы за этой базой постоянно следим, пополняем ее. Вот когда китайцы появились, китайские машины, это была для нас большая проблема, потому что столько брендов, там я первое время даже не знал, как произносить их. Да? Сейчас уже мы к китайскому авто привыкли. Вот. Но это все мы систематизировали. А казалось бы, просто вот выбираешь там с списка, да, марку, модель там, и тут года подставляются, картинка там высвечивается, и все так просто, возможные объемы, там вот это все высвечивается. Но это за этим стоит большой труд, и мы мониторим практически весь интернет на появление новых моделей. А что касается хаоса, то там нету такой систематизации. Там даже элементарно с машина KG можно по ВИН-коду определить определенные какие-то параметры модификации авто. А по хаосу вот код ENI есть. И вот этот код сейчас мы работаем над интеграцией того, чтобы на каждую единицу недвижимости мы получали этот код. Я у вас, кстати, видео видел, как действительно первые это сделали о деньги. Вот. Затем Мегапэй, насколько я помню. Вот мы с Мегапэй партнеры. И в этом плане мы сейчас работаем над интеграцией этих отчетов в хаус. Чтобы можно было сразу выписку получить. Да. У нас есть, это будет шикарно, да. У нас есть уже вот выписка, проверка недвижимости, но она полуавтомат, потому что заявка идет, потом 24 часа, она достаточно популярная. И фишка у нее в том, что юрист добавляет свои комментарии к вот этим 3 отчетам, да, там, с кадастрового вот этого сайта вся информация идет. Но чтобы автомат был, сразу, чтобы было отчет купить, это вот буквально, я думаю, в течение месяца появится. Дальше по модерации. Очень много дубликатов. Это проблема большая не только у нас, это вообще в целом везде очень большая проблема. Но наша команда вообще отличается тем, что мы подходим к решению задач вот с технологической точки зрения. Потому что дубликаты в основном это одни и те же фотографии. Я когда продавал свою квартиру недавно, я размещаю объявление, и там 15-17 риэлторов звонят и говорят, готовы работать с риэлторами. И, по сути, просто дублируют одно и то же объявление. И вот через ваш канал хотел бы обратиться к риэлторам тоже, что мы будем на House KG вводить уникальность фотографий. То есть, если вы хотите, например, работать с определенным клиентом, вы должны непосредственно приехать на объект и сделать свои фотографии и заключить вот этот договор. Вот. Иначе мы будем просто определять как дубликат объявления, и дубликаты у нас будут исчезать. Да. И, например, когда я продавал квартиру, ко мне приехали по факту только этажи, вот, а остальные все написали, отправьте, пожалуйста, ваши фотографии через WhatsApp, и все. Вот. И я специально пошел, чтобы посмотреть, как это все работает, да, и по факту там создалось 15 дубликатов, но только этажи там сделали вот эти фотографии. Вот. У меня были мои фотографии как собственника, у этажей были их фотографии как агент. И вот примерно вот так это работало. И точно так же будет касаться и домов, и участков, и прочего-прочего. Поэтому мы, конечно, понимаем, что рынок риэлторов, агентов, он никуда не денется, он нужен, это наши партнеры, просто нужно его тоже приводить в порядок. И мы, как участники этого всего большого рынка, постараемся вот это все систематизировать теперь, да. Телег, такой вопрос. А сколько людей работает над этими проектами? 16. 16 человек? Да. И они на постоянной основе? Да. И вы зарплатами их обеспечиваете? Да. И так уже, или с какого момента вы вышли на, скажем так, самоокупаемость? Где-то с 2018 года, да, с середины 2018 года. А вот бизнес-модель как построена? Где вы зарабатываете? На рекламе или на апах? Там? Структура доходности состоит из нескольких статей. Основная – это продвижение объявлений. А затем реклама.
это Баннерное. прямое баннерное размещение и контекстная реклама, там, Google, Яндекс и прочие, которые индивидуально для вас подбирают рекламу. Вот, они встроены в приложение, в сайт. Затем идет выручка от отчетов, потому что у нас очень большое количество отчетов, большая база объявлений, одни и те же машины перепродаются. Мы эти данные технические также перепродаем, чтобы люди видели, что она была там в определенном окрасе, где-то 2 года назад продавалась, что у нее был такой-то пробег. И точно так же мы собираемся это все внедрять и в хаус. То есть точно такая же будет история перепродаж там, недвижимости и прочего-прочего. Вот. И хаус точно так же зарабатывает, да, примерно. Такой вопрос. Если это не секрет. Да. Сколько у вас получается выручка из двух, можно объединенно даже сказать, или может, отдельно, годовая, да, приблизительно, до 23 год. И вообще в итоге чистовую там акционерам, учредителям, основателям компании сколько остается в год? Ну, это довольно такой чувствительный вопрос, потому что это... То, что можете рассказать. Да, конечно. Я понимаю это. Да, но это очень интересный, классный бизнес. Мы даже не ожидали, что он может быть настолько прибыльным. Самая, я бы сказал, красота в онлайне, то, что можно масштабировать и автоматизировать многие процессы. И я сам лично, допустим, занимался и там, продажей баннерной рекламы, и вот каждые продажи, которые у нас были, мы просто стараемся писать какой-то скрипт, по которому мы пытаемся его сначала оптимизировать, а потом смотрим, можно ли это автоматизировать. И автоматизируя и накладывая это на большую аудиторию в виде там, 1,4-1,5 миллиона людей, мы таким образом с миру по нитке, но получается хорошие суммы десятками и в месяц, и там сотнями тысяч долларов в год примерно доходности и очень высокой рентабельностью продаж, когда мы делим чистую прибыль на... Достаточная система. Да, на доход. Там получается в районе от 60 до 76%. И это очень высокомаржинальные виды бизнеса, потому что IT в целом такой. Вот, потому что мне там не надо задумываться, как поставить нового человека, кассира, например, который принимает оплату, или как открыть новый филиал, или как... Я просто, присутствуя в онлайн и просто создавая какой-то customer journey, да, для пользователя, и мы там и добавляем вот эти фишки по оплате. Примерно так. Оценку какую-либо извне или внутренне. Я понимаю, если бы мы были более развитым, в более развитом рынке, скорее всего, вы бы уже давно получили кучу офферов, какой-то valuation уже был бы, да? И у нас, понятное дело, как бы очень такая, скажем, маленький рынок с такими продуктами, мало знакомые многие, нету фондового рынка, и просто интересно, как вы оценивали, наверняка вы оценивали и House KG, и машина KG, и, может быть, кто-то уже, какие-то переговоры были. Не могли бы немножко рассказать? Переговоры – это часть уже наших реалий, потому что Кыргызстан в целом становится довольно привлекательной страной, хотя для крупных игроков он все еще считается маленькой страной. И в плане именно населения и платежеспособности населения в глобальном мире мы, конечно, практически как капля, да, в море, но тем не менее с Тем не менее, геополитическими... через вас проходит
почти 2 миллиарда долларов, ну, как бы, через вашу платформу, это серьезно уже надо относиться. Вот и геополитические вот эти последние события, война и прочее, они делают то, что, допустим, российские компании начинают смотреть в сторону Центральной Азии. И здесь больше про мысли про, допустим, купив такие проекты классифайды, как наши, это плюс одна страна, что позволяет увеличить капитализацию. Да, общей вот этой родительской компании, да, оценивается примерно... Есть несколько видов оценки. Есть доходный, есть по EBITDA. То есть раньше в основном преобладал доходный, то есть умножаем там годовой доход на какой-то мультипликатор. Мультипликатор, он обычно формируется из таких показателей, как в первую очередь страна, и вторая очередь это вот вид деятельности, то есть направление, сфера бизнеса. То есть, если это IT, то мультипликаторы довольно высокие. Если это IT с применением AI, то еще выше. Если это IT, AI и США, то там мультипликаторы могут там быть десятками, там, 15, 25 там, и прочее. Да? Это если супер крутой бизнес и многообещающий. Если это Кыргызстан, мультипликаторы, конечно, понижаются. Они там единиц, там 4, 5. Вот. И в основном по EBITDA, то есть чистая прибыль. Да? Вот основа – это чистая прибыль, умноженная на мультипликатор. Это вот доходный метод в целом. Есть сравнительный метод, когда берутся конкуренты, как-то оцениваются там, по налоговым сборам и прочим, или оцениваются по тому, как... берутся конкуренты и примерно сравниваются по тому, сколько они зарабатывают, да, и можно просто взять, проанализировать весь бизнес и посмотреть. И такой метод есть. Есть еще метод расходный. То есть, сколько потребуется денег, чтобы с нуля создать такой проект. Но это, как правило, это гиблое дело, потому что там очень много нюансов. Да, можно и не сделать. Еще очень большой как бы, фактор привычки, который уже выработался. Потому что новый IT-продукт, даже столько, если они вложат, сколько вы, не факт, что он как бы так и получится, правильно? Поэтому... Да, это вот как раз-таки вот эта маркетинговая метрика базовая, вот, top of the mind, когда первая мысль при каком-то желании – это пользоваться определенным продуктом. Да? И вот в плане машин мы можем, да, действительно претендовать на top of the mind. В плане недвижимости мы планируем в этом году это сделать. Но вы у меня уже в top of the mind в плане недвижимости и в плане машин. Спасибо, да, постараемся закрепиться. Понятно. Ну и итого приблизительно о какой оценке? Ну, это несколько миллионов долларов однозначно. Я могу так сказать. Конечно, финансовые вопросы всегда конфиденциальные, не все к этому открыты. Но как бы, как вы вначале ответили, вы такой оффлайнер, да? Я как традиционный оффлайнер пытаюсь как бы что-то конкретизировать в своем понимании этого бизнеса. Но у меня есть, как бы, я так думаю, что уже есть 8 лет истории, уже есть устоявшиеся практики, уже есть потоки. И как бы бывает как бы, оценка, которую вы хотите, бывает оценка, которую рынок подходящий дает. Еще насчет, когда вы оценку говорили, мультипликатор, там еще элемент же есть потенциал дальнейшего роста, да, насколько вы еще дальше будете расширяться, потому что пенетрация интернета тоже идет, сейчас уже целый кыргызский сегмент, кстати, есть, да, который тоже включает, вот мы только что обсуждали, просят, чтобы на кыргызском говорили. Вот если... учитывая все это приблизительно хотя бы, скажем, фаундеры, вы как фаундеры, основатели оцениваете, да, по крайней мере? Конечно, мы, когда начинали этот бизнес, мы даже не знали, что в какой-то момент нам придется его даже продавать, да. Сейчас, конечно, есть предложения, они постоянно идут, но... В то же время я бы сказал, что это в целом оценивается в несколько миллионов. Вот. В основном по EBITDA оценивается. Но наш бизнес, если оценивать
чисто по EBITDA, это получится как оценка, я не знаю, гипсокартонного завода, потому что это просто обыкновенный такой классический подход. Но наш бизнес в этом плане многообещающий, потому что за классифайдами сейчас Да. стоит очень много, потому что там непосредственно происходят сделки купли-продаж. И так как мир трансформируется именно в онлайн, то есть мобильное проникновение, как вы сказали, и вот эти прочие вещи, они сподвигают к тому, что здесь стандартный подход не актуален. И есть такая синергия, когда один бизнес с другим в симбиозе кратно может там x20, x50 генерить. Ну, как бы говорят же, все думали, Каспий это какая-то программа, пока он как бы не захватил розничный этот, да, рынок, и сейчас на IPO его там, сколько они, 6 миллиардов их оценили, да? Да, Собрали. да, То есть да. это Да, вот очень такие хороший success story. прецеденты появляются, поэтому мы сейчас уже, мы уже где-то года 4-5 уже как трансформировались полностью наше мышление, что нужно в целом и сейчас, и в будущем нужно любой бизнес готовить под продажу. Потому что бизнеса просто так строить и зарабатывать это достаточно уже не актуально. То есть нужно всегда думать о продаже, поэтому у нас в этом плане трансформировано практически все. То есть все вот в этом плане. Но, конечно, большой вопрос, когда такие игроки появятся, да, настолько серьезные. Поэтому... Как вы видите будущее вашего направления? Вы видите углубление внутри Кыргызстана, вы видите, я не знаю, выход на другие страны, ну, не знаю, соседние, если там еще, конечно, ниша есть, да, свободно. Как бы, если останетесь, скорее всего, внутри Кыргызстана, и если, как вы говорите, никто, например, если не придет, то может остаться эндемик, да, то есть непосредственно такой портал, который, как, скажем так, классифайдер, да, который нашу территорию, скажем, охватывает. Вот. И да, вот это было бы интересно посмотреть, как бы вы, по сути же, создаете продукт, который уже здесь закрепился, дальнейшая стратегия. Ну, как я знаю, у Лалафо там 4 или 5 стран, да, там. У нас, например, вот что интересно, вот русскоязычная сфера, она СНГшная, она тоже, она тоже ограничена, по сути, да? А на другой язык переводить, то есть как дальше, да, как дальше? Технически довольно несложно. У нас уже, тем более, в платформе прописаны 3 языка. Английский, кыргызский, русский уже есть. Они в приложениях и на сайте, на всех продуктах. Основная проблема – это выбор страны. Мы периодически мониторим эти страны. Вот 50 классифайдов есть крупных корпораций, а стран у нас там больше 200. Это означает то, что многие классифайды присутствуют в нескольких странах, и это совершенно нормально, потому что они таким образом масштабировались. У нас, это в основном классифайды горизонтальные, то есть у них general есть категории, то есть там телефоны, электроника, одежда и прочее, да, помимо недвижимости и авто. Вот. Но у нас фишка в том, что мы достаточно хорошо углубились в Кыргызстан, но это хорошая фишка для Кыргызстана, но для другой страны там нам нужно смотреть вот эту специфику. Поэтому эти мысли нас постоянно посещают, можно сказать, даже несколько раз в день. И уже последние где-то, я бы сказал, где-то с 18-19 года мы об этом постоянно задумываемся. И мало того, что задумываемся, мониторим эти страны. Конечно, Кыргызстан нам очень комфортно, классно работать, и мы все время думаем о кыргызстанцах. Может быть, в этом и фишка, то, что у нас получается быть достаточно популярными здесь, да. Вот. Но вопрос масштабирования, да, он стоит у нас постоянно практически. И
здесь есть и плюсы, и минусы, вот, которые я перечислил. А так, это очень сложно. Вот со стороны кажется, что вот такой копи-пейст, там взять по продукт и запустить. Да, можно это делать по таким приемам очень такого бережливого стартапа, когда там на $100 или на $500 можно потратиться и проверить вообще, как это все идет. Но в то же время дальше надо очень много усилий. Даже вот мы, в принципе, уверены, что можем в некоторых странах стать вторыми. И, допустим, в таких там крупных странах, в Юго-Восточной Азии можно стать там вторым, и там 5% рынка может приносить там в 10 раз больше, чем Кыргызстан, например. Вот. Но там надо очень интегрироваться в потребности населения. А здесь нам очень легко, потому что мы эти потребности хорошо знаем. Вот в этом, наверное, основная сложность. Вот. Мы продавали электромобили только в начале, и я имел возможность разговаривать с таксистами в Аше. И там такси-компании, мы как бы разговаривали про Яндекс, и они говорят, Яндекс сюда не смогли зайти. Говорит, мы здесь настолько все специфично, что они здесь не смогли, короче, и мы здесь остались. Ну, тогда Яндекс только в Бишкек заходил, ну, или там первый-второй год. Сейчас, по сути, именно такси Бишкека, как бы, я думаю, достаточно большая пропорция, да, Яндексу обращается. Ну, в Вош, говорят, они не смогли зайти. Вот, и потому что, видимо, там настолько все, как вы говорите, подстроено под местной специфики, да, что чужой там или извне не может там подвинуть. И... Понятно. Ну, да, учитывая тогда такую ситуацию, скорее всего, да, правильно ли я понимаю, что, ну, как бы, скорее, самый вероятный, наверное, экзит – это все-таки выйти на, то есть продать на какому-то региональному игроку, да, и таким образом сделать экзит, да, для вас в последующем. Вопрос экзита прям остро не стоит. То есть экзит делается только тогда, когда приходит действительно заинтересованное лицо и предлагает. Вот, поэтому у нас, я не скажу, что мы активные действия какие-то предпринимаем в сторону экзита. Мы просто понимаем, что надо максимально развивать все, а будет это экзит или просто бизнес дальше будет расти, как он сейчас и растет. Это уже в любом случае позитивные исходы для нас и в целом для кыргызстанцев. Потому что все, что мы хорошее делаем для кыргызстанцев, это... все, что хорошее делаем, по сути, для нас, это хорошо и для кыргызстанцев, потому что мы упрощаем этот рынок, меняем поведение людей. Вот вы сейчас как открыли, кстати, очень такие важные темы. Некоторые предприниматели делают, скажем, бизнес-проекты с целью конкретной цифры, да? Некоторые это делают, потому что сам процесс им кайфово, нравится. И некоторые вообще убеждения, ну, какой-то импакт это делает, да, допустим, влияет, что-то меняет. Для вас, как основателей этих платформ, что больше ближе? Мне больше всего видеть отзывы положительные. Мне больше всего нравится, когда... В эти моменты вы черпаете? Да, я вот вдохновление черпаю, когда, допустим, иногда приходится такси брать, и я делаю опросы у таксистов. Где машины продаете? Там, байке, машинаны қайдан алдыңыз, короче. Или там, пробегты текшеріп беремін бе сізге? Вот он такой, сен кім боласың, короче, или там, если это еще какой-нибудь дедушка, вот он сначала они не подозревают, а потом, когда узнает, да, это очень приятно. Ради этого хочется работать, да. И они начинают фидбэк давать. Некоторые даже говорят, что вот здесь надо улучшить, там, или прям вот горят. И всем, что я заметил, нравится то, что мы с Кыргызстана, это самое главное, и мы делаем для нас, для кыргызстанцев. Вот я живу в Кыргызстане, и я знаю потребности
и перекупщиков, да, и обычных продавцов, и со стороны покупателя я был, и точно так же по недвиге. То есть, вот это, наверное, основная наша фишка. И мне кажется, вот стартапы превращаются в успешные бизнесы, когда есть в первую очередь не цель какая-то к какой-то сумме, а цель вот реально решить проблемы вот людей. Поэтому мы для себя ставили... Первая была проблема – это чтобы удобно продавать, не ходить по рынкам, а ездить на работу и показывать машину вечером, там, без всяких вот этих очередей там, и прочего. И как весь мир делал на тот момент. Да? И вот в Кыргызстане это пришло. Сейчас уже нам тяжело представить, что раньше такое было, что там мы же, по сути, убили и газетную вот эту тему, да, печатную, когда там определенные газеты, Автогид и прочие, они там по пятницам или по субботам вот эти фотки черно-белые машин, да, это же тоже было... Вы люди, которые поменяли эпоху на самом деле, да? Да, это все вот меняется, да. Но в то же время мы понимаем, что на месте нельзя стоять, нужно постоянно развиваться, и мы прислушиваемся к этому. И вот в последнее время решили заняться именно хаусом, потому что там очень много чего можно... Вот нам по хаусу говорят, вы молодцы по карте, но по контенту надо чистить. Вот эти... Я согласен по карте. Вот самое... Вот я знаю, Авито, крыша КЗ, да, вот ты ищешь помещение, там, участок, что угодно, на район, и сразу все получаешь. Ну, как бы очень удобно, да, через карту искать. И у нас такого не было, и мне, если я не ошибаюсь, Азамат подсказал, говорит, а там же можно вот так. И я думаю, вау, и все, с тех пор я влюбился, и каждый раз смотрю по карте. Мне кажется, вот за этим будущее, да, действительно. Особенно, наверное, люди, которые ищут в аренду, да, там. Да. Это очень помогает. Да, вот и нам с России, которые приезжали, да, в больших количествах, они очень с такими специфичными высокими требованиями после ЦИАН, после там Авито приезжают к нам, и по карте они говорят, все окей, но в целом по контенту надо работать. И мы это прекрасно понимаем, да. Нам действительно надо работать по контенту. Почему я спросил про оценку, про вашу стратегию? То есть, одно дело, конечно, чтобы наши зрители тоже знали, но одно из первых, которое мне пришло идей в голову, когда я про вас больше узнал, я говорю, они не хотят ли партнеров? И мне, например, наша компания стала очень интересной, потому что мы и так в сфере недвижимости, а тут еще как бы такая, я в моих словах, платформа, да, скоро еще, скорее всего, AI подключится, это просто классный. И рынок большой, как вы сказали, большие чеки, и там как бы окупаемостью, скорее всего, проблем не должно быть. И как бы, если интересно, мы готовы обсудить, я не знаю, мы можем какой-то даже миноритарными быть, да, мы точно в плане технического, наверное, не сможем value added, но действительно в плане офлайн experience, в плане, может быть, где-то каких-то ресурсов, да, там тоже там, мы могли бы быть ценны, да, например, в данном. Спасибо за предложение. Это вообще первое предложение, сделанное вот онлайн на площадке YouTube. Потому что его очень необычно это для меня. Но классно. К тому же, вот именно от вашего лица это очень приятно получить. Так что, конечно, мы такие вопросы можем рассмотреть. Спасибо. Мы это уже дальше посмотрим, чем закончится. Да. Хорошо. Немножко поговорили о вашем бизнесе, о этих двух платформах, да. Давайте немножко поговорим, как вы видите, например, мы-то участники, по сути, рынка, да. Вы больше, скажем так, диспетчеры или такие на маяке, которые видят как lay of the ground, да, как все расположено, что как происходит. В вашем понимании, исходя из вашего 8-летнего уже опыта с этими рынками,
с доступом к огромному, скажем так, потоку информации, да, который есть. Как устроен рынок автомашин в Кыргызстане, ну и также как устроен рынок недвижимости. В вашем понимании, в вашем описании. Как он выглядит? Да, мне нравится то, что вот систематизацией вот этих рынков мы с вами начали заниматься активно. Потому что вот на вашем канале я очень много цифр получаю. Особенно мне нравится с Нацстат комитета. Жилищный фонд? По жилищному фонду очень понравилось, да, потому что вот эти цифры я искал, и там наверняка было достаточно сложно эти цифры, наверное, получить, потому что там это запрос, скорее всего, да, потом ждать это все, и потом интерпретировать правильно. Вот. И самое главное, вот вы ответили на вопрос по приросту 0,2 квадратных метра в год на человека, и вот комфортные психологические норма, да, по норме ООН 35 квадратов на человека, а у нас 13. И вот сразу все стало на свои места, потому что я могу сейчас показать график изменения цены недвижимости. Вот 49-й слайд можно посмотреть. Да, этот график наша первая и, я бы сказал, вот единственная попытка как-то следить за квадратным метром жилья. Вот. И здесь мы берем категорию продажа квартир в Бишкеке. И вот как мы запустились примерно вот в июле, летом 2020 года. Где-то 650, да, или $700? Да, в районе $700, да. Где-то от $700 это все началось. И сейчас постоянно поднимается, и вот сейчас доходит до 1200-1250. Это квартиры? Это квартиры в Бишкеке. Прекрасно, да. Да. И самое главное, что мы очень много за этими точками сидят десятки тысяч объявлений. Есть, конечно, такое понятие, как предложения и фактические сделки, да, но фактические сделки, можно сказать, где-то 5% можно отсюда убирать, и это будет фактические сделки. $50, наверное, чуть ниже. Это фактически, да, самое. Но самое главное, мы здесь можем видеть тренд, что тренд идет на повышение. И вот как раз-таки вот в вашем видео прирост населения у нас есть. То есть, это не во всех странах он есть, кстати. Знаете, пользуясь моментом, я скажу, мы после этого выпуска сделали еще дополнительные исследования, посмотрели прирост населения, сколько у нас. И самое интересное, это то, что процент увеличивания недвижимости жилого фонда у нас это где-то 1,5%, да? А естественный прирост населения около 2,3 даже. Вот. Это, чтобы вы понимали, да, что это означает. Что это означает, что у нас будет, конечно, при условии, что все так же будет развиваться, у нас будет дефицит недвижимости, у нас будет дефицит жилой недвижимости. То есть, это так... Для меня это было шокирующе, да, и мы тоже делаем из этого свои выводы. И цифры всегда действительно приятно смотреть. И еще там был такой момент, сколько у нас браков в год заключается. И, по сути, каждая новая семья, это же потребность в жилье, да, там, да. Конечно, какое-то время они могут там пожить с родителями, там, но все равно, естественно, образом они выходят уже к новому жилью. Эти данные тоже посмотрели, скоро немножко дополним, тоже будет очень такая интересная картина вырисовывать. Классно, я с нетерпением жду. Мне нравится то, что мы вот в этом подкасте мы общаемся на одном языке. На одном языке, да. Потому что я вот люблю опираться на цифры и уже по цифрам делать какие-то выводы. Есть такое, когда там по какому-то опыту, там, я не знаю, там 30 продаж, может быть, или чего-то, или там опыту, как вот вы говорили, посмотришь, погуляешь по Бишкеку, там стройка, и кажется, что везде все. А по факту есть инфляция, есть прирост населения, все хотят жить в Бишкеке из-за классной инфраструктуры. У нас, по сути, это вот единственный город такой, где хочется жить, и в южных регионах, там, Ош, и все, по сути, вот эти два крупных города, да, и довольно быстро растущее население, довольно молодое население, которое вот
заключает браки. То есть очень большая потребность жилья, а прирост вот этот 0,2 квадратных метра на человека, это вообще это капля в море по сравнению со спросом, да? Вот, я думаю, мы ответили на этот вопрос. И когда еще обычно есть такое ошибочное мнение, я думаю, и под комментариями этого видео будет такое, что риэлторы во всем виноваты, что у нас растет недвижимость. На самом деле, риэлторы – это просто отражение спроса. Да? Они тоже работают с собственниками и говорят, за сколько готовы продать. И собственник, по сути, смотрит на... Мы же сами, когда следим за объявлениями, мы видим, как выставляется одна цена, объявление висит, не продается, потом понижается цена на 2-3%, потом понижается, но в какой-то момент продается. Вот. И это же неспроста делается. То есть, вот этот законы рынка, они работают. Да. Поэтому эти цены и ценообразование, оно не просто выдумано людьми, это так работает экономика в целом. Поэтому так вот. Теперь, что касается, если перейти на следующий слайд. 50, 51, наверное. 51 слайд, да. Здесь уже по аренде. Вот. Я эти цифры показываю по аренде, потому что там достаточно много данных, на которые можно опираться. И вот этот скачок аномальный, это как раз-таки он связан с мобилизацией. Да, и вот здесь тоже, то есть данные не обманешь, они показывают, какой был скачок, и он был искусственно созданный. Но потом корректировался, но все равно в районе $10 остался. И вот этот тренд-лайн все-таки можно провести, что все равно идет рост. Опять-таки здесь спрос идет на квадратный метр на аренду. То есть, в 2020 году июля, это как раз черный июль, да? Август он в районе $5 был, 4,5 и уже до 10, да? Буквально за 4 года у нас стоимость аренды увеличилась в 2 раза. Да. Вы знаете, я смотрю информацию насчет аренды недвижимости в разных странах, и зачастую, когда люди покупают недвижимость, они говорят, если окупается она с аренды от дохода в течение 20 лет, это круто, это классная недвижимость. У нас окупаемость с аренды намного быстрее получается. У нас, от 7 до 10 лет. То есть, это тоже еще показатель того, что не хватает элементарного жилья, поэтому аренда дорогая, да? Согласен, да, действительно. Так оно и происходит. И вот следующий слайд, если открыть, здесь мы видим тепловую карту, это тоже... Здесь мы видим тепловую карту, это тоже наша разработка. Вау, это классно. Мы первые, кто оцифровал вот эти неформальные названия районов, там Моссовет, Золотой квадрат. Вот это классно. И стандартизировал, да. Вы поставили цены на карту, да? Да. Почем какие? Вот и помните, говорит, ментальная карта города, там где-то там бедняки, где-то мажоры, то есть все. Да. А вот по цифрам это все показывается, да? И вот для иностранцев, которые приезжают в Бишкек, им очень легко ориентироваться сразу. Они такие, все, вот это хорошие районы, значит, там есть кофейни, там есть вся инфраструктура, там коворкинги и прочее. Вот, например, тоже там по улице Юнусалиева, да, сейчас замечается вот эта красная зона, то есть довольно дорогая зона. Вот район Аккеме-Верха, парк Адинай, Золотой квадрат, само собой, Бишкек-парк. Да, вот это весь центр, да, который именно по стоимости квадратного метра. Опять-таки, циферки здесь очень такие простые, за ними стоят уже десятки тысяч объявлений. Очень большое спасибо. Это, мне кажется, классная, колоссальная работа. Это только возможно, имея доступ к данным, которые у вас есть. Да? Я даже скажу, мы распечатаем в отдел продаж, каждому менеджеру дадим его, и прям клиенты, когда будут приходить, будем показывать, вот такие цены, вот такая вот аренда. Поэтому, мне кажется... Да, и эта карта, она... очень классно. Она в режиме реального времени работает и постоянно обновляется. Она раз в месяц, в нее подгружаются данные за весь месяц, и она постоянно обновляется. Поэтому... И это где могут люди увидеть? HouseKG аналитика.
House KG. И доступно всем. Да, на сайте и приложении, вот нажимаете «Аналитика», это доступно всем, это бесплатно. Банковские оценщики, они обожают машины KG, House KG, потому что мы аналитикой делимся, мы там не ставим какие-то бизнес-аккаунты и платный доступ, это все в открытом доступе, потому что, пусть люди знают, да, лучше, Конечно. это тоже нам дает трафик. Как выглядит наш рынок, авторынок, глазами, то есть с точки зрения вот вас, да? Потому что вы видите намного больше, чем мы. Мы внутри, вы сверху, поэтому было бы прекрасно посмотреть, как там вид сверху. Вот на этом слайде я постарался вместе с нашей аналитической командой, конечно, это большой опять-таки труд, мы постарались оценить долю машины KG на авторынке Кыргызстана. Поэтому основная метрика для классифайдов – это количество сделок купли-продаж. Слава богу, этим занимается ГУНА. Они периодически нам дают эти данные. И вот среднегодовой показатель – это в районе 420-450 тысяч сделок купли-продаж в год. Очень классная информация. 400-450 тысяч сделок в год происходит в среднем. Совершенно. Это вот именно в УНА, да? Да, в УНА. То есть, это, по сути, количество переоформлений авто. Они это фиксируют, и этими данными они делятся. И мы, имея нашу площадку, мы убираем все дубликаты, потому что есть машины от разных аккаунтов, одни и те же машины. То есть, мы полностью чистим наши данные и накладываем на этот пирог 400 тысяч, вот этот темно-серый, да, всего сделок купли-продажи, накладываем вот этот синенький пирог размещений на машинах KG. Но понятно, что не все машины продаются, потому что человек может хотеть продать, но... Потом не получилось. Да, и он передумывает продавать или не может продать. И, в конце концов... делаете корректировку, дисконт на это тоже? Мы делаем при удалении, человек выбирает причину удаления. Вот, это довольно частый прием у классифайдов, чтобы как-то оценивать, что по какой причине было удалено. И это еще удаление, оно рандомно меняется, потому что бывает так, что там мышечная память, там, лишь бы что-нибудь нажать. Да? Но у этой цифры есть тоже свои погрешности, и мы можем говорить, они могут достигать и там 7%, и 10%, но даже при всем при этом вот 57%, пусть будет там вплоть до 10% погрешность, все равно это половина рынка сделок купли-продаж происходит на машинах KG. Это примерно вот наша оценка, как мы это все видим. То есть, вы видите приблизительно 75% рынка. Размещений, да. Из них вы думаете, или по вашей оценке, 57% это сделок произошло благодаря машинам KG? Да. Круто. Да, и вот внизу это все это вот данные, в виде цифр. Да. Если перейдем дальше на следующий слайд, да, это вот теперь поговорим по автопарку. Данные примерно годичной давности, да, вот, но... На 22 год. Так, где-то, да, получается, получается где по полуторагодичной давности, потому что я эти данные собирал и из Казахстана в том числе, чтобы было какое-то сравнение, потому что вот все познается в сравнении, да. И вот у нас на тот момент, вот сейчас, возможно, и 1,5 миллиона достигло, на тот момент было 1,4 миллиона авто легковых в Кыргызстане, и, получается, 0,2 машины на человека, и в Бишкеке их большая концентрация, то есть на каждого второго приходится по машине. Но это зарегистрировано за бишкекскими номерами же. Да. Там, в принципе, чуськи, в принципе, они тоже все часто входят в Бишкек, заходят. Это как бы, чтобы понимать, что в Бишкеке в день там, наверное, скорее всего, чуть больше 50. Вот эти данные мы взяли тоже с открытых источников, возможно, Надстатком или УНА. Вот, поэтому вот... В прошлом году было завезено, оказывается, 179 тысяч. Понятное дело, что большая часть из них в Россию уехала. В среднем мы видим, что в год завозится около 30-40 тысяч машин, оказывается. Вот у меня есть эти цифры тоже. Сейчас посмотрим вместе. Да, это открытый
диалог, потому что тут классно мы можем сейчас... И у вас еще по Казахстану, да? Да, и по Казахстану. Здесь есть такая метрика интересная, это коэффициент к сделкам. И вот это, чем меньше эта метрика, то есть у нас 400 тысяч сделок на 1,4 миллиона. Это означает, что мы машины чаще продаем, чем в Казахстане. И это говорит о том, что наши машины... Оборачиваемость высокая у нас. Да, они ликвидность вот эта высокая, и они старее просто. Они на 10 лет старее, и вот эта смена идет чаще. А там, видимо, из-за новизны, вот там вот эти средние года, 12-14 года, они покупаются именно новыми, поэтому они менее, количество сделок уже там меньше. Первичные регистрации авто в КР в динамике по годам. Так, эти данные я получил с УНА. Вот последний год, 23-й, показывает 133 тысячи. Вау. То есть из 179 тысяч машин, которые приехала в Кыргызстан, 130 осталось? Или это... Нет, это... Они вот да, здесь... это, получается, так и осталось? Нет, здесь, наверное, вот мне люди, которые занимаются вот с бизнесом... Да, некоторые россияне просили регистрацию делать. Да, вот эта регистрация, первичная регистрация, им упрощает растаможку. Да, вот эти, просили. Да, поэтому, и, конечно, по оценкам, вот, которые мне говорят люди, то есть какой поток машин остается в Кыргызстане, по-разному говорят, но в основном говорят от 70% до 95% отправлялось из всего привоза в Россию. Да, но я больше склонен верить, что все-таки ближе к 90-95%. То есть мы видели этот поток, но он мимо нас проходил, мимо кыргызского рынка. То он на уровне таможни только заходил и выходил. Да. Чтобы войти в ЕАЭС, чтобы очиститься. Но здесь мы видим 130, видимо, вот эти 40 как раз и 50 тысяч, это те, которые уходили оттуда, да? А часть из них уходила уже заходя в ГРС у нас, да, и потом дальше. Да, таким образом, да, совершенно верно. Ну, если так в среднем посмотреть, у нас получается с 2005 по 2023 год усредненно у нас, 30-ка не выйдет, наверное, да, 25, наверное, да, можно сказать. Да. 25 тысяч. И вот это желтый цвет, это Россия, да? Вот он... С РФ завозили раньше. Да, именно он показывает то, что мы вступили в ЕАЭС, и Россия стала лидером. Потом 22 год, вот это розовое, он ознаменовывается именно корейскими авто, Южная Корея. И 15 год, Япония, она знаменательна тем, что в конце 2015 года запретили ввоз надо было успеть завести максимально. Да, и они это воспользуются. Потом Япония уже там вообще единицами исчисляется, уже не видна. А остальные страны, они могут быть и логистическими хабами, и там... где Китай? Вот Китай вот здесь вот в 2023 году вот эти данные нужно получать. То, что это мы можем поделиться с вами. У нас есть с Китая, с Кореи сколько завезено. Прямо данные Nasdaq.com. Вот и вот все встанет тогда на свои места. Я здесь, наверное, Китай... Наверное, потому что Китай был очень резкий скачок. 2000 машин было, оказывается, в 2021 году. Нет, в 2022 году, извиняюсь. И уже в 2023 году эта цифра была около 79 тысяч, кажется. Ничего себе. Да. Теперь, как это повлияло на машина KG? 31 слайд. Предложение китайских авто. Вообще, вот, чтобы построить вот этот график на машины KG, у нас очень много времени ушло, чтобы вы понимали, потому что нужно было выделить китайские бренды. Это довольно сложно. Да. И мы выделили эти все машины и начали вот видеть с июля 2023 года вот этот рост, который доходил до 4400 объявлений в месяц, это предложение. И все эти машины были китайские. В основном это новые машины. Полностью согласен. Вот это был нереальный бум в этот момент. Вообще, конечно, сейчас уже этот рынок закрывается, и мы такие инсайты делали. И я думаю, один из самых таких ярых примеров
или, скажем так, выводов, которые можно было сделать из этого такого резкого всплеска. И это когда мы действительно включились в такой большой региональный поток. И он нереально менял рынок. Потом, конечно, этот поток прекратили, но вкус-то остался. И мне кажется, нашим предпринимателям надо теперь осознанно задуматься, а какие потоки мы можем включиться, как маленькая страна. Потому что, конечно, для внутреннего рынка это маленький рынок, но если мы включимся в какие-то глобальные потоки, то там развитие страны, там, не знаю, доход, как бы прибыльность компании, он может многократно поменяться. Вот не даст не соврать, у нас были тоже покупатели с Москвы, там один автосалон закажет, там, не знаю, 5-10 машин, да, все, тут вся экономика внутри компании поменялась, доходности там вообще совсем другие, да. А хотя мы, по сути, там, не знаю, отдел закупок или отдел там логистики этого автосалона, да. И я скажу, что большинство игроков на рынке то же самое, наверное, испытывали период вот этого бума. Я еще добавлю то, что это классно, что у нас вот такое время было. И мне кажется, это открыло глаза для многих предпринимателей. И все равно наладились вот эти контакты. И люди увидели, да, действительно, что на этом можно зарабатывать. И мы в цифрах это сейчас видим. 4500 объявлений в месяц только китайских авто. И, конечно, этот сейчас рынок идет на спад, но самое главное... Люди познакомились с этим. Да. Поэтому наши предприимчивые кыргызстанцы обязательно что-нибудь еще придумают, а мы можем уже в следующем видео только фиксировать это, да? Следующий слайд, если нажать. Следующий. Да, он тоже интересный. Он показывает распределение по брендам. То есть, кто у нас лидеры. Это, опять-таки, эксклюзивная информация чисто для вашего канала. Спасибо. Geely Manjaro, Lisyan, Zeekr. Вот я абсолютно подтверждаю правильность этой статистики. Действительно, самое много продавалось Geely Manjaro из бренда Geely, потом шли гибриды Lisyan, ну и, соответственно, Zeekr 001, он бил все рекорды. И справа можете посмотреть по объему. Да. И вот этот нулевой объем, третий, это электрички как раз-таки. Они тоже довольно большой объем, там 4700 объявлений. А так в основном 1,5 и 2, да, вот эти объемы. Вот и остальные уже в совсем маленьком количестве. Да. Так, следующий слайд тоже интересный. Это наша оценка, вот кто занимался китайскими авто, хотя бы одну машину продал. Распределение бизнес-аккаунт это или частники. И здесь видно. Видно частники. Ну вот и как бы вот этот резкий скачок, он по сути очень помог всем частным предпринимателям. Частники заработали, я думаю, они были самыми большими бенефициарами вот этого. И это и исчисляется, весь этот пирог исчисляется несколькими тысячами единиц. То есть, это в основном, конечно, частники. 92%, почти 92% вот этого спроса был осуществлен, обработан частниками. Теперь, как Россия заходила на машины KG? 19-й слайд. Это на данный момент. Вот на сегодняшний день взята эта метрика. Через Android, iOS. Да, наш трафик, он поделен по странам. Конечно, львиная доля Кыргызстан, само собой. Но второе место, вот это бирюзовое. И что интересно еще, скачать приложение, это очень... тяжело заставить человека скачать приложение, особенно вот россиянина, но там по 9-10% приложений скачивания машины KG у нас есть, и это просто... Вы, по сути, были проводниками для всех российских на рынок Кыргызстана, да? Да. Информационно. Совершенно верно. Трафик приходит с веба, то есть с сайта, и дальше... он уже сайт конвертируется в приложение. Да, вот таким образом идет конвертация. Ну, конечно, там 30% с России приходит, а остальное это уже там Казахстан. Причем это вот эти все, кто заходили, это не разовые клиенты, это дилеры, это
те, которые реально закупками занимаются, правильно? Это то есть повторяющиеся клиенты. Да. Это Да, совершенно верно. очень ценный трафик. Вот лидеры продаж китайских авто. Можно пройтись по их ценам. Очень быстро просто менять эти слайды. Да? Конечно, безусловный лидер у нас Geely Manjaro. Да. Кстати, в Китае мало кто знает про именно про эту модель машин, да? Все дилеры знают, а вот народ почти не знает. Вот и на улицах не видишь эти машины. У меня вопрос вот к вам, Замир, как раз-таки. Почему именно Manjaro? Почему именно вот Geely? Ну, даже в Кыргызстане он особо не популярный был, но, видимо, он как Geely же купила Volvo, и в этой ценовой категории на российском рынке достойной альтернативы, видимо, не было. И он как минимальные потребности удовлетворял, да, как внедорожник, там 4 ВД, все вот эти, скажем так, штучки технологические и производитель достаточно такой доверенный. В виде Geely, и вот эта надежность от Volvo, да, наверное, вот это. Я имею в виду как раз, да, вот надежность от Volvo, они доверились. Потому что не только мы, даже российский рынок только вот в прошлом году, наверное, он начал очень тесно работать и соприкасаться с китайскими брендами. И первый раз обращаются только через знакомые бренды. Да, вот помните, ID4, ID6, Volkswagen, да, кстати, сейчас. Они же были проводниками. Все думали, Volkswagen круто, классно, а в Китае их никто не покупал, да, уже. Вот. И сначала люди их купили, а потом уже начали там остальные китайские модели. Я думаю, что-то такое произошло. Конечно, это мое мнение. Я просто подтверждаю, да, оно совпадает как раз-таки с моим, да, потому что, действительно, да, наверное, европейская вот эта надежность качества Volvo, плюс и технологии, плюс кроссовер все-таки очень востребованная ликвидная машина, да. Да. И вот пики здесь наблюдаются под 700 объявлений в октябре, в сентябре, да, уже. И вот этот спад, да, как раз он связан с вот этим утильсбором, с прочими вещами, да. Сегодня у нас 15 марта, полмесяца, да, марта, и видно, что и март тоже уже не тот. Но, тем не менее, вот если правый график посмотреть по цене, он опять растет. О чем это говорит? Вот как вы считаете? И это очень временный, это, скажем так, последнее дыхание. Да, последнее дыхание. Там был малейший скачок последние 2 месяца. Вообще, я так сейчас смотрю на вашу таблицу, и мне, знаете, что удивляет? Российское правительство, по идее, достаточно оперативно реагирует, оказывается. Вот в июне-июле начался подъем, а в сентябре уже ходили слухи о том, что сейчас будет утиль там менять, то и все. То есть там достаточно четко проследили, чтобы... И как они классно вот эти все сборы, которые очень сложные, они просто все объединили в один утильсбор и сделали это так, уравняли рынок. И вот это все в цифрах теперь сейчас. Да. Вот. И вот это последнее дыхание как раз-таки. Но это перед первым апреля. Да. Как раз февраль, март. Вот уже сегодня 15 марта. Сегодня уже российская таможня перестала принимать заявки на оплату утилизационного сбора. Да? То есть все уже все, кто успели завезли. Сейчас, скорее всего, вот здесь будет в следующих месяцах уже падение. Все, кто, скажем, с этими машинами остались, должны будут его на внутренний рынок только продавать. И, кстати, пользуясь этим, скажу, самое классное время для всех, кто хотел купить электромобиль или вообще машины китайского производства, ребята, покупайте именно в следующий месяц, в апреле. Это будет такое дно рынка, когда вы можете купить самые классные модели по самой дешевой цене. Имейте в виду. На следующий слайд. Вот Лисян L9 тоже. Это мы сейчас идем от топов к аутсайдерам. Да. Опять-таки видим скачок, затем спад. И точно такой же, как у Geely Manjaro, небольшой рост цены. Вот сейчас он в районе там 70 тысяч долларов, да? 60, это у вас цена? Нет, это не цена, да? Это количество объявлений. Вот слева количество объявлений. Это прайс. Это прайс, да. Вот всегда слева количество объявлений, справа прайс. Все.
Да, Лисянг мы по 81, по 82 тысячи долларов покупали на самом начале. Мгм. Так, следующий можем. А вот дальше уже быстро, Лисянг да. L7, Да, L7, Voya Free, Voya. Zikr. Вот Zikr можно остановиться. Да, Он да. достаточно, кстати, цены на Zikr достаточно ровно держались, Да, оказывается. да, цены на Zikr, да, действительно. Chang'an Unikey, ID4. У Мы Unikey, хотели- кстати, спад сильный, да, был? Сильный, да. Мгм. Мгм. Ну, тоже не очень красивая машина, правда. Очень Да. красивая машина. Вот ID4. Здесь вот ID4 нужно... Я знаю то, что вы одни... Первые, кстати, да, завозили ID4. И вот если те китайцы завозились там летом 23 года, то вот ID4 и ID6, они отличаются тем, что они с февраля 22 года вообще начали как-то появляться. Да, Вот эти да, первые да, графики, да, наверное, да. вот именно с вашей компанией связаны, да? Да. И дальше это все начинает развиваться, да, там. Да, и, ну, и Вот, цены, но соответственно, по цене, да, она падает, да. А сейчас в Китае же пошла война между производителями на выживание уже. Там сейчас Красный океан, да, там цены все сбивают, и поэтому сейчас останутся там и такие. Так, ID6, следующий слайд. Да. Да, вот он очень схож с ID4, да? Мгм. Вот, но там немножко отличается. Да. Следующий слайд. Танк Танк? 300. Да, это чисто ради интереса, да, Ага. кто любит там внедорожники, вот можете посмотреть. Их, кстати, не так уж Китайский много было. Гелендваген, Да. кстати, кто не знает. Вот они в пике составляли где-то 40 предложений в месяц. Вот, и цена у них сейчас в районе 36 тысяч долларов. И Хавейл под конец можем показать тоже. Да, тоже опять-таки это уже идем к менее таким Менее известным. ликвидным, да, брендам, да. Ну, чтобы все понимали, да, в каких объемах примерно это все происходит, продается. Так, теперь можем поговорить про средняя цена авто в целом в Кыргызстане. Давайте. Кстати, я нигде в открытых источниках не видел, чтобы кто-то замерял среднюю цену, да, авто вообще в стране. Но это тоже своего рода какой-то индекс-показатель. И мы первые, кто это сделал. Да. И он растет. Да. С 4 тысяч долларов мы выросли на 12 тысяч. Да, ну, конечно, здесь... Ну, таможенные моменты включились где-то, да, наверное? Да. Еще обновление нашего автопарка. Вот про обновление автопарка тоже можем отдельно поговорить. Это автопарк, он обновляется быстрее, чем идет время. То есть, наш вот этот 2002 год средний сейчас превращается в 2006-2007, там всего лишь за год-два. Вот, то есть, он быстро очень обновляется. Это хорошо. Старые машины, ну, они просто убиваются, их перестают обслуживать. Вот эти старенькие, там, 124-е Мерсы, Фиты в большом количестве. Они бьются там в авариях, участвуют. И приходит... И вот эта альтернатива китайских авто, она очень видна. Я вот еще вот то, что произошло в прошлом году, вы же знаете, мы привыкли ездить всегда на подержанных же. То есть с Америки, битые, собранные, скажем так, или там с Европы был, да. И только в этом году вот, в принципе, за те же там от даже 15 тысяч до 50 тысяч ты мог получить совсем новую, свежую машину. И мне кажется, это вот как комфорт. Один раз почувствовал, а потом уже что-то не хочется сидеть на БУ, да, потом уже там... Согласен. Это вот как планка, которая не понижается. Да. Однажды, я думаю, это новое только... авто... Дальше уже будут только новые машины. Можем вот быстренько пройтись вот с 4-го слайда. Это то, как вообще цены менялись. И вот мы вообще цены... Мы вообще рынок делим на разные категории. И чтобы вообще понимать, что происходит, да, и вот наши аналитики приходят к выводу, что давайте мы попробуем поделить на группы там, до 7 тысяч долларов, там, от 7, и вот сколько они составляют. И вот как была динамика в объявлениях и в сделках относительно ценовых категорий. Да. И вот если посмотреть, вот до 7 тысяч долларов машины уменьшаются. Во-первых, их становится меньше. Меньше. Во-вторых, они дорожают. Да, вот, ну, машину найти достаточно сейчас тяжело, чтобы она... Ну, конечно, у нас очень большой объем вот этих дешевых машин, но
Мы купили Fit в 2020 году за $4,5 тысяч, и недавно мы его хотели продать и оценивали уже где-то около 7,5. Хотя 3 года сколько там поездили, да? Мы сейчас про Fit тоже, да, поговорим, кстати, да. Fit – это номер 1 по продажам машин в Чуйской области. Вот, и следующий слайд. И вот этот переток от 7 тысяч в 7-13 тысяч, он здесь виден. Да, он как раз увеличивается. А дальше уже, если мы идем, следующий слайд, то вот остальные все слайды показывают, что количество машин более дорогих диапазонах, оно увеличивается. И вот таким образом идет вот такой интересный тренд. Да. И это в целом говорит об обновлении нашего автопарка. Ну, жизнь улучшается, люди хотят лучше ездить. Это хороший показатель. Да, это классно. Если перейти вот на 9-й слайд, там уже другое. Вот 9-й. Да. Здесь мы делим рынок на авто по годам. Угу. Здесь собраны предложения старше 30 лет. И они уменьшаются. Это помесячный график, да, динамика по месяцам, она идет вниз. Если идем на следующий слайд, это уже 25-30 лет, тоже уменьшается. Да? Следующий слайд. 15-20. Уже начинает выравниваться. 10-15 уже ровная. И вот здесь вот 5-10 уже увеличивается. Вот и выбор. Сделал народ выбор, да? Да. В пользу новых. И самое классное, это 0,5. Это вот как раз-таки... О чем это говорит? А говорит о том, что кто бы ни говорил, как бы ни говорили про китайские авто, там вот эти пластмассовые, там педаль газа или посмотрим прочее. еще, мы еще посмотрим, пусть еще 2 года поездят. Нет, 1 раз попробовали, все, люди хотят. И здесь очень большая доля именно китайских авто. Мы видели, как только из Китая вот половину вот этого графика по 4000 составляет именно Китай. Да. И это мы сейчас говорим чисто про внутренний рынок. То есть, удовлетворение внутреннего рынка уже один Китай нам половину новых авто в категории от 0 до 5 лет уже покрывает, и он растет. Да? Классные данные вообще. Следующий слайд. Здесь наши аналитики попытались показать, как размещенные объявления соотносятся к проданным. То есть, конверсия в продажу. Да? Вот эта розовая колоночка справа, она показывает процент продаваемости машин. Конечно, старые все равно быстрее продаются, лучше продаются. Да. Если соотносить количество проданных машин к количеству предложений... Ну, это, наверное, неудивительно. Старые чуть дешевле, а там легче, быстрее производится. Да. Но, тем не менее, вот мы это зафиксировали в цифрах, да, что, в принципе, очень логично. Да. Теперь посмотрим, просто вот мы про китайцев поговорили, а если поговорить именно о лидерах, несменных лидерах продаж, да, то вообще по областям... Народные машины. Да, народные машины. По областям очень интересная статистика. У нас в Чуйской области хит продаж – это Fit, а в Иссык-Куле Мерс 124, в Нарыне Audi C4, а в 3 областях южных, да, Джалабад, Ош, Баткен – это Матис. Део Матис. Да. И в Таласе это Passat B3 и B4. Passat, да. То есть, я когда получил эти данные, я вот прям буквально просто побывал в этих областях, и я там много раз был, да, и вот действительно оно очень сходится, это не обманешь, да. То есть, там, где в Таласе там сельское хозяйство, быстро загрузить. Да. На рынке самая практичная простая Audi, да? Да, вот эта аудюха и селедка, и вот этот C4, то есть, и Мерс вот этот на Иссык-Куле, и вот Fit в Чуйской области. Это вообще очень интересно. Можно я думаю, карту сделать и эту модель поставить. У меня есть эта карта, я могу отправить, да. Можете это на слайд как раз на видео сделать. Еще среди лидеров есть 24-й слайд. Я вот в разных ценовых категориях выделяю. GX. Да. Вот здесь вот это тоже легенда. Легенда. На второй этот слайд можно... точнее, на второй график посмотреть, который справа, да. Цена осталась. Вот эта цена, она держится. Подросла и осталась. Да, вот эти 24 тысячи, да, они очень стабильно держатся. Ну,
Вот вы знаете же, что авторынок очень сильно связан со строительным, особенно с первичным, да, строительством, потому что как только на рынке появляется излишек авто, он через буквально 2-3 месяца уже так плавно переходит в строительный рынок, и там уже через субподрядчиков дальше идет бартером. И вот GX 470, да, он просто как пирожки. Это как кэш. Да. 470, если клиент предлагает любой строительной компании, это равносильно кэш, да, то есть берется там буквально завтра, послезавтра на него уже кто-то есть, и оно продается. Да, действительно, как разменная монетка. Да. Да, действительно. А вот в цифрах мы это убедились. Так, ну дальше, наверное, уже... Можно вот эти 27-28 тоже чисто показать. Это корейская эпоха, да, можно сказать. Вот эти. Да. Вот корейская эпоха, точнее, вот Kia K5 и Sonata, они очень похожие графики, да, наши такси-мобили в первую очередь, да. Они начали завозиться с января 2022 года, и вот пики были в сентябре 2023. Вот, и цены на них держатся, да, то есть это очень практичные машины. В районе $13 000. Да. Да. И вот на Сонату, следующий слайд, вот на Сонату идет все еще завоз достаточно большой, да. И Соната чисто для такси бизнес-класса. газовый. Хорошая машина, на самом деле, что говорить. Хорошие машины, они всегда. Теперь вот следующий слайд тоже интересно. Вот здесь вот мы можем... 124-я легенда тоже. Да, можем здесь наблюдать, как этих легенд становится все меньше. Но цена держится, да, это тоже интересно. Вот мы... Сейчас можно МР-124 купить в районе $3000. Да, да. Вот в марте объявление по ним было всего лишь, сколько там, меньше 50, 25-30 объявлений. Нет, это начало марта просто начало было. Марта, да, все. Так он где-то как прошлый месяц, да. Да. Где-то примерно 200 с лишним Мерседесов продаются, оказывается. Ну и можно степ-вагон, да, следующий посмотреть. Вот вы сказали Талас, я сам Passat, из Таласа, да. Я тоже, кстати. И там вот степ-вагоны очень тоже популярные. Степ-вагоны вторые после Passat. Да. Понятно. Да. Но они тоже кончаются. Правый руль у нас завоза нету, да, то есть обновления нету. Кончаются, но цена держится. Вот, очень поговорили про народные легенды. Можно посмотреть топ самых ликвидных машин. В общем, впереди Honda Fit. Honda Fit можно продать за 4 дня? Да. Вау. Да. Вот здесь 3... Где-то вообще в Чуйской области. Ага. Да, вот здесь 3 столбца. И вот это первое, цена, да, это название, машина, цена, средняя цена, медианная. объявление. И в среднем сколько объявления. Держится. Мы сейчас говорим не про предложения, именно про сделки. То есть это очень важно, да, и фиксировать сделки. Когда они закрывают объявление. Да. И вот здесь вот сверху написан процент, более 60%. То есть это конверсия в сделку больше 60%. Ну, я вот могу это интерпретировать вот так вот. Например, Honda Fit вы можете продать за $6061 за 4 дня с вероятностью более чем 60%. Да. Там у Honda Fit в районе 70% вероятность на сделку. Так что это довольно высокий показатель. И вот я специально синеньким выделил китайские модели, которые очень необычно втесались, да, вот в эти топчики, да. То есть это очень нестандартная ситуация. Мы сколько лет наблюдаем за рынком, чтобы такие дорогие машины в такой... Ворвались в рынок. Да. В топ-чарты, да, нашли. И причем это внутренний рынок, внутренних сделок. Да. Ну и, значит, Джили Манджаро и в Кыргызстане тоже популярны. Да. Вот. Или Лисян. За 7 дней можете продать его, да. А этот за 12 дней. Но тем не менее, да. То есть очень высокая конверсия, больше 60%. Кстати, Кемри тоже начали очень много с Китая завозить. Какие именно? 70-ки, да? Да, новые. G и Q класса там серии. Это вот топчик Honda Fit.
Да. Daewoo Tika, Daewoo Matiz. И Матис. А вот Daewoo Matiz, Tika – это данные, потому что они на юге популярны, или у нас это здесь по всему тоже Кыргызстану. продается? Это данные по всему Кыргызстану. Это весь Кыргызстан. То есть здесь нету такого, что там Honda Fit соревнуется, Чуйская Honda Fit с, допустим, с Джалабасской Honda. По Такого всему нет. Кыргызстану. Это просто данные по всему Кыргызстану, да. То есть мы на юге очень хорошо представлены, да. И в целом в Кыргызстане, поэтому да, это данные по Кыргызстану общие. Все, классно. И вот менее ликвидное авто, следующий слайд, чтобы люди тоже могли сравнить. Да? Самые неликвидные машины, Ну, можно так сказать. Да, не сказать, что прям самые неликвидные, но менее ликвидные, то есть меньше 50% на предложение тоже. Это от 40 до 50% вероятность продажи, да? Понятно. И здесь вот сразу видно 12 дней, там 17 дней. Они уже, во-первых, дорогие в целом. Да. То есть средний чек не тот совершенно, да, у нашего покупателя. Покупательская способность же у нас не такая высокая. Поэтому вот 70-ка Camry, да, 22 500, 12 дней. По недвижимости таких данных пока нет. Готовим. Будет очень интересно посмотреть, какие квартиры. Вот, Телек, вы говорили, что вы еще собираетесь или уже начали офлайн точку открывать. Как это выглядит? Что вы там собираетесь делать? Какие услуги или какого вида информацию будете представлять? Немного подробнее могли бы рассказать? Это наши первые шаги в офлайне. Такое мышление у нас более онлайновое. Вот мои ребята, мы по образованию программисты и привыкли делать все на компьютере. И тут, чтобы мы понимаем, чтобы интегрироваться лучше в рынок, нужно попробовать офлайн тоже. И вот наша первая точка с нашими партнерами – это такая продажа под ключ. Есть определенная категория таких людей, которые не хотят вообще заморачиваться на продажу. И просто оставляете ключи, ребята очень проверенные, и мы запускаем максимум продвижения на наших онлайн-ресурсах, там Инстаграм, сайт, большие очень охваты. Об этой машине узнает большое количество людей, потому что, по сути, весь онлайн-рынок, наше присутствие максимально во все трубы продает эти машины. И таким образом за определенную сумму достаточно быстро, без каких-либо хлопот, можно даже на этой машине ездить и периодически ее оставлять, или там можно даже оставить в этой офлайн точке. Это для очень занятых людей, которым срочно нужны деньги. То есть это такая продажа под ключ. Такой автосалон, уже существующая модель, но плюс онлайн продвижение. И мы бы хотели это видеть в виде какой-то франшизы. Да? Это наши планы. Но это наши первые шаги, и потихонечку мы делаем выводы, да, и уже... Очень правильно, и за этим будущее. Вот в Казахстане Майкар, да, по-моему? Да, Майкар. Начинают, особенно в плане БУ. У нас действительно рынок БУ машин кыргызский, он просто дикий, там обманы, там непонятно много что, чего. У каждого есть свои умные дядьки, и там байкешки, кто там советует, да? И тут более профессиональный подход, я думаю, он точно получит отклик. Когда вы планируете это запустить или... Она уже сейчас запущена, это можно в приложении... Можно, да? Да, просто в приложении есть эта услуга, и вы ее просто среди других услуг вы ее и просто куда покупаете. мы везем машину? Или вы забираете? Точка вот здесь вот на Панфилова, чуть-чуть ниже Панфилова. Наша точка вот первая находится между Кулатова и Льва Толстого по Панфилова. Там есть такой огромный баннер «Машина KG», а услуга называется «Подготовь и продай авто». Вот она может найдена быть на сайте или в приложении. Классно. Будем вам оставлять наши автомашины, которые приехали нам бартером. Особенно мы теперь знаем, какие брать, какие машины легче будет нам продать, поэтому спасибо. Телек, большое спасибо. На ваших слайдах цифры, как говорят, поют, рассказывают историю, и она очень
очень понятно, красиво. Вот. Мы с вами работаем на рынке, скажем так, самых больших покупок для, да, это что мужику надо? Ну, вот, хату и машину, да, как бы. Да. Когда или любой семье растет, машину меняет и, скажем так, дом, да, это народная экономика, да, без сложных этих. Сегодня мы получили прекрасную картину того, как это у нас выглядит, ваш обзор, ваше видение рынка в цифрах. Мне очень прям понравилось. Я думаю, нашим зрителям тоже это понравится. И спасибо, что пришли. Я думаю, это наша не первая встреча, и будем, надеюсь, еще сотрудничать. Я очень рад участвовать в таком крутом YouTube-проекте и с вами лично познакомиться. Мы действительно и в одинаковой сфере, и во многом у нас очень много общего, да? Поэтому и мыслим даже. Вот мне было очень приятно именно такими цифрами делиться с профессионалом, который может интерпретировать это все и имеет вот офлайн experience, почему именно так происходит. Я для себя на многие вопросы сегодня получил ответы. Я думаю, нужно делать такие встречи периодически, потому что... Минимум раз в год давайте. Давайте, да, минимум раз в год, потому что еще по недвиге тоже много чего предстоит нам изучить. И у вас действительно целевая аудитория, которая мыслящая аудитория, которая подписывается на ваш канал. Я вашему каналу желаю развития. Он заслуживает топов Кыргызстана, потому что я 15 видео за несколько дней до приглашения успел посмотреть. Вот у меня есть время, я, вот так ставлю на бэкграунд ваше видео и постоянно для себя подчерпывал либо лайфхак, либо какие-то данные. И мне вообще понравился. То есть я один из ваших подписчиков постоянно. Телек, вы наш второй гость. Мы до вас успели снять еще одно видео, и вы как бы один из наших, по сути, первых гостей, да, первый топ-3. Спасибо еще раз, что пришли. Очень такими интересными поделились. Ну и давайте тогда следующий сразу наметим. У нас следующий подкаст будет, когда вы там по хаус, KG, по недвижимости будет больше информации. Ну и мы тоже к этому моменту, наверное, больше аналитического соберем. Ну и посмотрим вместе, Хорошо, что было договорились. интересно. Все, спасибо. Сегодня у нас в гостях был Тилек Ишаналиев, и мы сегодня очень подробно поговорили про авторынок Кыргызстана глазами человека, который видит всю картину, даже 75% рынка сделок по автомобилям, да, также про недвижимость. Если вам было интересно, ставьте лайки, у нас будут не менее интересные гости в следующих выпусках, и будем всегда делиться с вами полезным контентом. С вами был Замир Чаргынов, мы на канале Движ не движ. До следующих встреч.